символ нашего народа, символ, стоический символ, символ духа, свободы. Выставка «Ингушетия. Страна башен и искусных мастеров» стала одним из ключевых событий торжества, приуроченного к столетию ингушской государственности в рамках Дней культуры Республики в Самарской области. На экспозиции представили более 80 произведений мастеров декоративно-прикладного искусства. Ее автор Тимур Мартазанов рассказал о традициях ингушского народа и поделился подробностями строительства башен. Мы решили показать край башен и искусственными мастерами решили показать эти мгновения исторические. Сегодня здесь очень хорошо представлена рыбья кожа. То есть это работы, выполненные Оздоевой Лидой рыбьей кожей. Это тоже уникально. Это апробировано у нас в регионе. Дубление рыбьей кожи. Делаются сумки, делаются куртки, делаются обувь, аксессуары. И мы сегодня показали совсем другую сторону. Это рыбья кожа, это полотна, которые выполнены нашим искусственным мастером. Работы, показанные Ассоциацией ингушских мастериц «Истинг», также заинтересовали посетителей. Еще один раздел выставки посвящен бытовым принадлежностям. Представлены предметы медной и деревянной утвари. Здесь сохранились уникальные памятники архитектуры разных эпох, каждый из которых рассказывает свою увлекательную историю. В рамках программы они посетили ряд культурных учреждений города, например, Музей почетного гражданина Самары и Музей модерна. Министр культуры республики посетила выставку вместе с коллегой Ириной Калягиной. Мы не ожидали, что нас так тепло и так хорошо встретит этот город, его жители. Организация была на высшем уровне со стороны правительства Самарской области, со стороны руководства Министерства культуры Самарской области. И, конечно, жители своим теплом, своим радужным приветствием подогревали артистов, мотивировали для дальнейшего сотрудничества. И надо сказать, что вот такие вот встречи, когда мы обмениваемся культурным опытом, своими лучшими практиками в культуре, они и не только укрепляют наши взаимоотношения, они обогащают, взаимно обогащают нашу культуру. Постоянный представитель Ингушетии при президенте в Москве Микаил Илезов обратился к гостям с приветственными словами. Поблагодарил за теплый прием, отметил, Ингушетию и Самару всегда связывали дружественные отношения. Между Республикой Ингушетия и Самарской областью складываются очень добрые отношения, исторические. У нас реализуется ряд проектов, связанных с транспортом, с другим направлением, образовательных проектов. И мы надеемся, что сегодняшнее мероприятие послужит дополнительным импульсом для того, чтобы мы и дальше развивали наши отношения. Хотелось бы здесь тоже выразить слова благодарности за наше взаимодействие руководству. Дни Ингушетии завершились праздничным концертом. Госфилармонию наполнил национальный фольклор, ингушская эстрада и национальные танцы в исполнении оркестра народных инструментов госансамбля народного танца Ингушетия. На сцене выступили солисты филармонии имени Ахмеда Хамхоева. Исполняющая обязанности министра культуры Самарской области Ирина Калягина отметила, это настоящий душевный праздник. Были покорены, конечно, и работами, которые представлены на выставке. Это милые такие работы живописные, но они все связаны с историей, с традициями вашего народа. Безусловно, особое внимание, конечно, это ваши костюмы, которые вызывают огромное восхищение и уважение. И очень приятно, что ваши сотрудники, творческие коллективы, творческие лидеры продолжают сохранять эти традиции, собирают их по крупинкам и представляют, конечно, зрителю всей большой Российской Федерации. В Самару Госфилармония Ингушетии приезжает не впервые. Жители города и в прошлый раз по достоинству оценили их концертную программу, поэтому повторного визита ждали с нетерпением. Можно порадоваться, что как пели великолепные народные артистки Ингушетии Алина Мусиева, Айна Гитагазова, как ребята танцевали, показали действительно настоящие народные танцы. То, чего нам в этой жизни не хватает, не только ингушам, но и по всей России матушке. К нашим истокам ближе всего наши песни, наши народные традиции, обычаи. Это то, что нас держит, нас цементирует в этой жизни.
Выступления смогли передать атмосферу ингушской культуры через музыку, песни и танцы. Такие мероприятия способствуют укреплению дружественных связей между народами и регионами. Так, с культурным наследием республики смогут поближе познакомиться и за ее пределами. Амина Зязикова, Магаз 24.